Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня», ведущая Елизавета Ротарь, и обсудим мы сегодня тему строительства линии электропередач и подстанции в Вулканештах. Гость сегодняшней программы Руслан Суруджиев, директор подразделения по внедрению энергетических проектов в Республике Молдова. Здравствуйте! Добро пожаловать к нам на передачу. Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Итак, проект по внедрению строительства электростанции электролиний в Вулканештах. Это долгожданный проект. Насколько я знаю, этот проект был инициирован еще в 2010 году, да, если не раньше, потому что многие политики об этом говорили, и должен был завершиться в 2019 году. Это очень масштабный проект, насколько я знаю, стоимостью в 61 миллионов евро, да, и предполагается построить электролинию мощностью в 400 киловольт. Расскажите об этом проекте, почему так долго строится этот проект, если и насколько этот проект важен для Молдовы? Да, совершенно верно. То есть этот проект давно в планах Молдовы для того, чтобы улучшить подачу и транспортировку электроэнергии. Развитие системы электроэнергии это условие для того, чтобы развивать экономически и социально страну или регион, где такие линии проходят. Бенефициаром этого проекта является Молдоэлектрика. Это государственная компания по транспортировке. То есть это государственный проект, да? Это государственный проект. Это очень важно уточнить, потому что многие политики в своих предвыборных обещаниях как-то оперируют этим проектом. Я просто даю факты о проекте для того, чтобы люди знали реалии этого проекта. И то, что финансируется проект Всемирным банком, это подразумевает, что условия финансирования очень выгодны для государства и для компании, в частности для Молдоэлектрика. И такие проекты не были внедрены у нас в Молдове минимум за последние 30 лет. То есть проект является очень... это большой проект, но этот проект из-за того, что он является таким глобальным для нашей страны, нужен хороший уровень технического мониторинга. Этот мониторинг предоставляется компании, которая выиграла тендер для того, чтобы технического надзора строительства этого проекта. Но для строительства проекта мы наняли другие две компании. Одна из них является индийской. Мы о компаниях еще поговорим, вернемся к этой теме, но я хотела, чтобы мы немножко еще раскрыли этот проект, насколько важен для Молдовы этот проект и какие плюсы и минусы мы в этом проекте получим. Хорошо. Значит, проект является Вулканешт-Кишинев, то есть эта линия будет соединить Вулканешский энергетический узел и Кишинев. Проект проходит через весь юг. Что это дает для региона? Первое – это то, что подача электроэнергии всегда будет на уровне. То есть потребители будут иметь всегда электроэнергию без каких-либо проблем. Мы за последние годы у нас были уже несколько раз такие проблемы. И вот этот проект идет к тому, чтобы решить вот такие риски.
Второе. У нас очень за последние годы развивается энергетика, зеленая энергетика, то есть те экономические агенты или простые потребители, которые имеют возможность установить у себя солнечные панели, либо ветряные мельницы для того, чтобы производить электроэнергию, технически смогут более легче то есть продавать электроэнергию, потому что технические возможности Молдоэлектрика для того, чтобы транспортировать электроэнергию, к сожалению, очень занижены на сегодняшний день. И эта линия дает возможность нам либо импортировать электроэнергию с других регионов, допустим, Румыния или Болгария, либо же дает нам возможность экспортировать электроэнергию. То есть мы через несколько лет мы будем часть рынка электроэнергии европейского. И это дает нам возможность потреблять либо продавать электроэнергию на рынке. И для многих экономических агентов это является очень хорошей возможностью развития их деятельности, особенно по производству электроэнергии. Как будет, вы сказали, что весь юг будет охвачен, да, строительством. Дальше где будет у нас в Молдове, где еще планируется строить? То есть в каких городах еще будут и как эта линия будет объединяться? Линия проходит, как я говорил, Вулканеш-Кишинев, проходит через 8 районов, включительно, допустим, Льова, Яловен, Чемишлия. И все эти регионы, где будет проходить эта линия, то есть у них появятся новые возможности. Даю пример. Допустим, в Камрате развивается, скажем, промышленный сектор. Если у них есть возможность здесь что-то развивать, конечно же, наличие электроэнергии является одним из плюсов и условий для того, чтобы они смогли развиваться. Это один из примеров. То есть то, что наличие такой линии в этом регионе будет, это дает много разных плюсов для региона. Кроме того, даже при строительстве компания, которая будет строить эту линию, конечно же, будет нанимать местных рабочих мест, субподрядчиков для того, чтобы реализовать это строительство, потому что мы поставили условие, что проект нужно построить как можно скорее при вовлечении местных подрядчиков. А скажите, как будет проходить эта электролиния под землей, на высоте, вот как планируется? Это является высоковольтная линия, 400 киловольт, она будет над землей, будут построены эти столбы, металлические столбы. Люди, наверное, телезрители знают и видели более-менее такие столбы, но они будут на порядок выше и на порядок больше, чем то, что имеется, если говорить про этот регион. Все эти столбы, то есть они отвечают всем параметрам для такого проекта. Технические условия строительства таких столбов, они соответствуют международным стандартам.
И это делается из-за того, что мы должны будем, то есть мы будем часть европейского рынка. И то есть такие проекты, такие инфраструктура должна соответствовать стандартам Европейского Союза. Вы сейчас проводите информационную кампанию, да? А вот когда начнется строительство, вот расскажите, кто выиграл тендер и когда завершится? Сколько лет будут строить эту линию? Да. Как вы знаете, этот проект уже был объявлен еще несколько лет назад, но из-за того, что технический проект очень громоздкий, и из-за того, что у нас за последние, то есть десятилетия не было такого опыта строительства, были некоторые вопросы по техническому проекту. То есть мы должны были согласовать и с национальными институтами, и при том, что были вовлечены международные консультанты для того, чтобы этот проект соответствовал международным стандартам. Это первое. Второе, были некоторые моменты из-за того, что даю пример, нужно было весь этот маршрут будущей линии, чтобы мы смогли, чтобы был сфотографирован для того, чтобы сделать карту. Но из-за войны, то есть мы просто не могли, мы не могли просто сделать такую работу, то есть несколько месяцев, если я не ошибаюсь, где-то 4 месяца мы никак не могли эту работу сделать. Но в конце концов мы все-таки решили все вопросы. Уже начиная с этой начала весны техника будет выезжать на места для того, чтобы начались работы. И работы будут начаты с Вулканешты, со стороны Вулканешты. Сколько предполагается период строительства этого? Мы предполагаем, что по контракту мы должны сдать проект в июле 2025 года. 2 года, да, грубо говоря? Даже меньше. Меньше, 1,5 года на строительство. Это довольно-таки амбициозный, скажем так, календарь строительства, но мы пока что держимся этого календаря, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы все-таки июль 2025 года линия была готова. Модернизация энергетической инфраструктуры. Что от этого выиграют граждане Молдовы? Вы же понимаете, что люди сейчас нас смотрят, и они ждут, что если будет что-то построено, значит снизятся цены и тарифы на электроэнергию. Что им ждать? Снизится оплата? Цены на электроэнергию не зависят только от строительства одной линии. Конечно, это понятно. Многие факторы там, которые влияют на цену, но тот момент, что будет возможность импортировать либо экспортировать электроэнергию на разные рынки, это дает уже возможность для каждого потребителя в будущем использовать или потреблять ту энергию, которую он захочет. Что я имею в виду? В будущем, и мы уже недалеко от этого, будут разные источники электроэнергии, которые будут транспортироваться по этой системе. В будущем каждый потребитель будет иметь возможность
потреблять энергию от того источника, который он захочет. Допустим, если я хочу потреблять энергию только от зеленой энергетики, да, то есть от возобновляемых. Будет выбор, да, у людей? Он скажет, да, я хочу вот от этого производителя потреблять энергию. Как пример я даю ту же Германию, где люди имеют эту возможность уже там. Даже если электроэнергия из, скажем, зеленая энергетика пока что еще немножко дороже, чем остальная энергетика, люди выбирают зеленую энергию. У нас, конечно же, пока что цена выше, то есть имеет приоритет, скажем так, в бюджете каждого человека, но в будущем это будет возможность. Кроме того, в будущем зеленая энергетика дает возможность, чтобы снизить цену на электроэнергию. И, как пример, опять же, иногда даже в той же Румынии, из-за того, что у них есть очень много ветряных станций, цена, рыночная цена, иногда идет очень низкая, и тогда вот люди могут как бы потреблять электроэнергию по заниженной цене. Вот скажите, вот в настоящее время вот 95% электроэнергии поставляется через Приднестровский ГРЭС. Если Молдова уже будет покупать, я так понимаю, что электроэнергию в Румынии, да? Так будет, когда будет эта линия. Что будет вот с этой подстанцией? Мы уйдем оттуда? Эта линия не подразумевает автоматически, что Кучурган не будет поставлять электроэнергию. Это ни в коем случае. Это просто дает возможность системе для того, чтобы она была более гибкая, системой для того, чтобы можно было импортировать либо экспортировать с разных источников. Вот в чем цель этой линии. И в любой стране, любая электросистема имеет такой объектив, чтобы он сумел транспортировать электроэнергию с любых источников. Для того, что главная цель какая? Дать людям электроэнергию. Чтобы электроэнергия была 24 часа, 365 дней в году. Вот в чем роль этой линии. А сегодня есть с этой подачей проблема у нас? Такой линии вообще нет у нас пока что. То есть то, что зависимость от одной линии, допустим, да, как сейчас является ситуация через Кучурган, это ставит под риск всю систему. Если что-то, не дай бог, случается, какая-то авария на этой линии или с Кучурганом, такой линии нет, тогда это параллельно, да? Да, у нас альтернативы нету, и тогда вся страна погрузится в темноту. Вот почему развиваются вот эти новые проекты по строительству линии электропередач. Будет эта линия электропередач. Какие еще линии будут в Молдове построены? План, да, для того, чтобы построить на севере, это был Сучава. Одна линия будет. Еще одна линия будет, минимум еще одна линия будет, для того, чтобы сделать кольцо. Технические специалисты говорят, что такое кольцо дает множество плюсов самой системы, потому что она будет намного устойчивее, чем на сегодняшний день. И опять же, мы тогда будем более
подключены и к румынской системе, и к украинской системе, и потому что все эти системы между собой работают. И наличие таких линий транспортировки электроэнергии дает возможность всем и в Украине, и в Румынии, и у нас решить некоторые даже системные вопросы, технические вопросы. Но для нас, опять же, наличие таких возможностей транспортировки дает возможность импортировать, если есть дешевая энергия в Румынии или в Украине, импортировать, либо же, если у нас дешевая энергия у производителей, они могут ее экспортировать. И есть технические возможности для этого. Пока что у нас это очень... То есть у нас есть технический лимит на такую деятельность. У нас есть небольшое видео, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, какие работы проводятся вот на сегодняшний день. По контракту и по всем техническим требованиям контрактор должен соорудить или сделать... Это столбы, да? Это столб, это фундамент для столба, но это идет как тест. Они должны продемонстрировать, что те столбы, которые они поставят, наверное, будут эти фундаменты, которые они будут везде, то есть по всей линии строиться, они соответствуют тем техническим параметрам, которые вложены в техническом проекте. Это где сейчас происходит? Это происходит недалеко от Бачой, это под Кишиневом. Эти работы проходили в октябре в прошлом году. Результат очень хороший, то есть фундамент полностью соответствует тем параметрам, которые вложены в техническом проекте. И это является одним из этапов строительства этой линии. То есть, какая компания сейчас работает? Компания, которая является контрактором для строительства этой линии, является индийской компанией TEC International. Это компания, у этой компании есть множество проектов, которые она были реализованы уже, либо сейчас в этот момент они строят линии в других странах, включая в Грузии. И те технические возможности и те специалисты, которые есть в этой компании, дают нам возможность, и мы уверены, что проект будет реализован к июлю 2025 года все будет и будет соответствовать тем техническим решениям и параметрам, которые были вложены в проекте. Это второе видео, которое мы хотели бы предоставить нашим зрителям. Здесь это уже на юге? Да, это Кирсово. Где? Это село Кирсово. Это уже, Кирсово. Да? Что у вас там? Село Кирсово является склад всех тех материалов, которые нужны для строительства этой линии. То есть, опять же, та же компания KEC, она организовала этот склад в Кирсово, и поэтому мы начинаем строительство этой линии с Вулканешта, потому что с логистической точки зрения им более выгодно использовать кирсовский склад. На складе я еще хочу сказать, что более 95% всех материалов, которые должны были быть привезены для линии, уже на складе.
И это дает нам возможность начать уже работы по строительству. Процедура экспроприации, да, предполагает временную или постоянную передачу земли. Да. Что для этого нужно от землевладельцев? Какие документы требуются? Расскажите немного об этом. Ну, то, что этот проект для этого проекта был принят закон, специальный закон, по которому, в соответствии с которым статус этого проекта был национального уровня. И при имении такого статуса, то есть применяется законодательство по экспроприации. Что это подразумевает? Первое – это то, что те территории, те участки земли, которые попадают под строительство. Ну, в частной собственности. Есть и частная, и общественная собственность. Они будут, то есть, компенсироваться та цена, которая будет вычтена ИПОТ, это Институт по организации территории, при содействии специалистов, экспертов, независимых экспертов. И я хочу дать один пример, что то есть цена будет вычтена по наибольшая цена. Чем себестоимость, что это подразумевает? Допустим, если рыночная цена земли или участка выше, чем нормативная, то будет применяться рыночная цена. Если же наоборот нормативная цена выше, чем рыночная, то будет применяться рыночная, то есть для нормативная цена. Землевладельцев в любом случае будет выгодно, да? Да. Из нашего опыта по строительству газопровода, в принципе, все были очень довольны тем, как были вычтены эти компенсации. Мы сейчас уже заканчиваем общественные заседания в тех населенных пунктах, где проходит линия, и объясняем людям в деталях, что, как, чему, почему и к кому нужно обращаться в этом процессе. Но я могу сразу сказать, что наше подразделение является тем подразделением, который организует весь этот процесс. При каждой примарии есть комитет, где каждый может обратиться, если есть какие-то вопросы. И в конце концов, если они не получают вопросы, не получают ответа на свои вопросы, либо же не устраивает те вопросы, те ответы, которые получили на местном уровне, они могут обращаться к нам. То, что этот процесс, мы начинаем этот процесс уже с следующего месяца. Каждый с марта месяца, да? Да. Чтобы было понятно. Каждый владелец получит по почте уведомление о том, что вот ему предлагается купить, то есть участок. И продать, да, наверное? Да, продать государство. И с этого момента у каждого есть 3 года для того, чтобы они смогли сделать все собрать документы, если каких-то документов нету. Какие документы вообще требуются-то? Конечно же, это документы, которые доказывает право собственности на этом участке. Если вдруг у человека нет такого документа, что делать в этом случае? Тогда он должен идти в кадастр, в местный офис и попросить, чтобы им выдали этот документ.
для этого и было вложено эти 3 года для того, чтобы любой смог сделать все свои документы, которые, если их нету. И из практики это более чем достаточно для того, чтобы каждый решил свои вопросы по документации. Публичные слушания, Публичные слушания начались уже еще в прошлом году, осенью в прошлом году, где были обсуждены проблемы с точки зрения социальной и те проблемы, которые по окружающей среде, потому что такие проекты по инфраструктуре по требованиям Всемирного банка, они должны быть обсуждены с местным населением и с местными сообществом. Это было уже проведено в прошлой осени. Были много вопросов со стороны сообщества. Все эти вопросы были уже решены. Кроме того, были случаи, когда если проект линии или же линия проходила через некоторые, скажем, участки, где создавались некоторые неудобства для владельцев, либо же для всего населения, то это были приняты во внимание, и проект был изменен, технический проект был изменен. За последние 3 недели мы опять же делали общественные консультации по вопросам экспроприации, где люди получали информацию, детальную информацию, как, к кому нужно обращаться, когда нужно обращаться и по каким вопросам. И, как я уже говорил, то есть та цена, которую они получат по почте Молдовы, они могут, то есть, обратиться к нам, если у них будут вопросы. Опять же, по почте Молдовы они смогут, у нас есть контракт с почтой Молдовы, они смогут получить свои компенсации для каждого, то есть каждый владелец получит компенсацию. То, что будет вычтено при содействии ИПОД, то есть Институт по организации территорий и независимых экспертов. Вот, в принципе, процесс по экспроприации, который будет внедрен. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню для телезрителей, что сегодня мы провели программу «Тема дня». Обсуждали мы тему строительства электролинии Вулканешты-Кишинев с гостем программы Русланом Суруджиу, директором подразделения по внедрению энергетических проектов в Республике Молдова. Еще раз благодарим вас за участие в нашей программе и до встречи в эфире. Спасибо вам.